ведь со своей высоты. Посмотри, что сделал своим подставлением щеки. Ты медлишь с ответом, но нет времени ждать. Если я в мире гость, то и хозяин не ты. За несколько часов до назначенного на вечер митинга в Чите я опубликовал заметку отчет о ходе моей акции. 12 июля. Саша Якутов в знак поддержки, акция 100 рублей на бубен для шамана. 27 человек уже сделали переводы. Из них 23 человека по 100 рублей, один 118 рублей, один 99 рублей, один 50 рублей, один 500 рублей. Сегодня поступил следующий перевод. Для шамана. Сообщение в 28-м переводе на карту Сбербанка. Сумма перевода 1000 рублей. Женщину, которая послала эти деньги, я знаю лично. И многих других, кто присоединился к акции поддержки, я хорошо знаю. Достойные люди. Уверен, что и те, с кем я не знаком, прекрасные, замечательные люди, с четкой гражданской позицией и характером смелого, порядочного человека. Мне приятно, что я вместе с ними участвую в этой необычной акции. Мне часто поступают призывы откликнуться на ту или иную инициативу, подписать петицию, поддержать кого-то материально. Иногда я откликаюсь, подписываю, посылаю какую-то денежку, а иногда не подписываю и не откликаюсь. Выбираю, как поступить на уровне подсознания, в глубинах души. Потребует душа – действую, не потребует – прохожу по жизни мимо. Наверное, так бывает и у других читателей многочисленных обращений. Но для участия в акции 100 рублей на бубен для шамана нужна не только душевная отзывчивость, но и определенная гражданская смелость. Мы же все понимаем, что, выслав шаману денежку, мы поддерживаем прежде всего наше конституционное право быть свободным гражданином нашей страны, право человека свободно выразить свое мнение о работе властей, о тех процессах в государственном устройстве, которые нас беспокоят и тревожат. Это не волонтерская акция помощи нуждающимся. Это не волонтерская акция помощи нуждающимся. Это не сбор средств для тех, кто в беде остался без средств для существования. Нет, это совсем другая акция. За право уважать себя как гражданина огромной страны, которая преодолевает трудный путь становления. Горжусь, что участвую в ней вместе с очень достойными людьми и благодарю всех, кто присоединился. Я учусь у вас быть человеком. Видеозапись митинга я получил из Читы после обеда. Разволновался. Когда готовился ударить пальчиком по треугольничку запуска просмотра, будто мне предстояло увидеть казнь или расстрел. Площадь. Надпись на плакате «Вернем город и страну людям». Много на площади людей, которым хочется вернуть себе страну. Человек 300. Я ожидал больше. Думал, что посмотреть вживую и послушать шамана соберется полгорода. Тогда я не знал, что это первое публичное оппозиционное мероприятие в Чите после длительного перерыва и что оно стало самым массовым за последние несколько лет. Я еще не смотрел весь ролик, но расстроился от мысли, что горожанам в Чите шаман не интересен. Вот он, появился на экране. На нем желтая майка с портретом Че Гевары. У меня в сознании возник диссонанс. Смысл, слова шамана и образ революционного романтика – это что-то из разных уголков моего мозга. Шаман поднимается на трибуну. Он становится выше первых рядов. Его хорошо видно. Но все же заметно, что он невысокого роста. Рост не важен, говорю себе. Главное, что и как скажет. Начинает говорить.
В его голосе слышится акцент северных народов России. Я часто летал на Тюменский север, с особенностями произношения русских слов представителями северных народов хорошо знаком. Оратор не внешне, ни голосом совершенно не похож на московских ораторов-оппозиционеров. Он какой-то весь неправильный, не такой, каким я привык. И голос у него слабый, не митинговый. Надо прислушиваться, чтобы различить слова. Закончил первую фразу, вторую, третью. Говорит коротко. Предложение не растягивает. Это хорошо, говорю сам себе. Понимаете, я так сопереживал оратору, что душа моя огорчилась, если, на мой взгляд, в его выступлении было что-то неудачное. И душа радовалась, когда замечал удачные детали и слова. Это закон, блестящая фраза. Просит повторить ее вместе с ним многократно. Известный ораторский прием. Но слушатели повторяют недружно, не зацепило. Прием не сработал. Это видеть неприятно. Скидывает кулак над головой. Здорово, молодец, вот так и надо. Я радуюсь. Так о чем он говорил? Я не совсем понял. Что-то о Боге, о 1000 лет, о народном собрании. Что за собрание на 1000 лет? Но в голове у меня все еще звучит концовка речи. Живите свободно. И в душе у меня приятное ощущение, что оратор сказал то главное, что я от него ждал. Целиком последняя фраза звучала так. Отныне Путин вам не указ. Живите свободно. Но Путин мне не был никогда указом. Последний маршал, который мог мной командовать, был Леонид Брежнев, пока не стал героем анекдотов. Андропова я уважал, но никаких приказов и указов его не исполнял. Устим Акимыч, прости господи, Черненко, вызывал и смех, и жалость одновременно. Горбачев — восторг, переходящий в разочарование. Ельцин, я с ним общался. Как мужик нормальный, как президент. Случайность таинственных хитросплетений российской власти в узле мировой финансовой петли. Может и не случайность, но о теориях мировых заговоров я не люблю писать и говорить. Как Ельцин и его преемник, Путин мог быть мне указом, если по указу президента Ельцина в 1993 году я первый раз в жизни стал безработным, а в результате политики преемника в 2012 году был уволен и не мог найти работу по специальности 6 лет, вплоть до выхода на пенсию. Единственное, за что я могу их похвалить, они подтолкнули меня научиться жить свободно. Жить свободно. Как это прекрасно. Жить свободно. Как это легко. Но осознать, что надо жить свободно, трудно. Очень трудно. Мучительно и тяжело. Каждый, кто меня поддерживает в моем стремлении быть свободным, мой товарищ. Александр Габышев поддержал не только заключительной фразой своей речи, но и своим примером жить и говорить свободно. Портрет Че Гевары на желтой майке стал гармонировать с образом человека, поднявшего кулак над головой во время речи на митинге в Чите. Слова и знаки символов свободы вступили в когнитивный резонанс. Поблагодарил я Сашу мысленно за речь и сохранил ее в памяти компьютера. Вот что он сказал 12 июля 2019 года на митинге в Чите. «Я принес вам законы Божьи, по которым вы будете жить. Вся земля, планета будет жить 1000 лет в мире и благоденствии. Так слушайте и внемлите, и повторяйте за моими жестами и словами. Народное собрание – это высшая власть на земле. Это закон. Народное собрание – это высшая власть в России. Это закон. Народная власть в Забайкальском крае – это высшая власть. Это закон. Народная власть района – это высшая власть в районе. Это закон. Народное собрание в городе – это высшая власть в городе.
Это закон. Народное собрание села – это высшая власть в селе. Это закон. Народное собрание имеет право защищать свою свободу силою народных дружин. Это закон. Решения, требования народного собрания имеют силу закона и подлежат исполнению всеми органами государственной власти. Это закон. Народное собрание – это есть экстренный вид власти народа, которая вызывается, когда перестает работать для народа орган государственной власти и общественных институтов. Это закон. Народное собрание имеет право собираться в любое время дня и суток, в любое время года. Это закон. Когда в жизни общества все нормально, когда органы государственной власти функционируют нормально, народное собрание не будет собираться 10 лет, не будет собираться сотни лет, не будет собираться 1000 лет. Это закон. А теперь я вам оглашу требования Народного собрания Забайкальского края, которые я услышал и увидел в походе по Забайкальскому краю. Во-первых, это выборы. Провести досрочные выборы всех глав, всех уровней Забайкальского края, начиная с губернатора Забайкальского края и заканчивая главою села. Это закон. Во-вторых, налоговая реформа. Отменить все ненужные налоги, ущемляющую свободу народа, уменьшить все вычетые налоги, подавляющие развитие рынка. Это закон. В-третьих, земельная реформа. Это значит все земли, относящиеся к городам и селам, отдать в собственность городам и селам. Это закон. В-четвертых, дать свободу местному самоуправлению. Это значит, города и села отныне будут управляться независимо и самостоятельно. Это закон. И отныне Путин вам не указ. Живите свободно. Это закон. На звучащую в речи тему самоуправления я в этот день особо внимания не обратил. Это уж потом, просматривая ролик вновь и вновь, я понял, что говорить о гражданских свободах и не упомянуть при этом необходимость общественного самоуправления – это было бы признаком непонимания оратором сути гражданских прав и свобод человека. Шаман суть понимал и поэтому призвал к свободе через самоуправление. А как обрести ее иначе для народа? Все бунты, восстания, мятежи, стремление избавиться от управления королей, царей, князей и всех подобных им рабовладельцев, генсеков, фюреров и псевдопрезидентов. Самоуправление. Та самая осознанная необходимость, которую народ не осознавал, но память о которой заложена в генах выживания общиной. Свобода одного возможна без самоуправления своими мыслями и поступками. Идиот свободен. Дурак не только свободен, но и счастлив. Свобода каждого в общине невозможна, если это не община дураков. Быть свободным – это умение управлять собой. Общество свободы – община тех, кто может управлять собой. Спасибо Энгельсу и шаману, которые напомнили мне о философских принципах свободы, самоуправления в государстве. Позволю себе забежать далеко вперед и привести цитату из переписки с Александром Габышевым после похода. Цитирую. «Община – это мать демократии. В наше время община стала разнообразной, виртуальной общиной по месту работы, по интересам и, наконец, самая древняя форма общины по месту жительства. Так что, люди, создавайте общины, в этом ваше благополучие, дарованное Богом». Уж почти год прошел после митинга в Чите, а он все продолжает размышлять о важности общины и самоуправления. Что любопытно, я пишу эти строки в период, когда эпидемия коронавируса накрыла многие страны мира и России. Повсюду введен режим самоизоляции.
то есть осознанной необходимости самоуправления с собой. На улицах появились добровольные дружинники, призывающие сидеть всех дома. Идет набор в отряды волонтеров, которые будут помогать доставлять продукты пожилым людям. Община ожила и в интернете, и по месту жительства. Община спасается общинно, совместно. А государственным органам, власти в регионах разрешено действовать по собственной инициативе, исходя из ситуации на местах. Потребность и разумность самоуправления наконец-то стал осознавать президент Путин, хотя еще месяц назад он требовал внести в Конституцию поправки, окончательно уничтожащие самоуправление в российском государстве. Государственный единый сайт помощи назвали «Мы вместе». И этот штрих поможет нам понять, что мы община. А первым о необходимости общинного самоуправления и роли народных собраний заявил на митинге Саша Шаман. Заявил публично, в майке с Че Геварой и кулаком над головой. Вернемся к последовательности изложения событий. Что важно в этой части повести о походе Александра Габышева, в которой я пытаюсь пояснить, как оказался в его отряде. Митинг прошел, и несколько дней никаких новых роликов о шамане не появлялось. Деньги на бубен продолжали поступать. Что же мне с ними делать? Из Читы никто не позвонил мне и не сказал, как их передать. Вместо этого одна из читательниц моей страницы обвинила меня в попытке мошенническим образом собрать деньги, чтобы их присвоить. Надо было срочно найти контакты тех, кто рядом с Александром. Я слал сообщение Лехе Кочегару, но он ни разу не откликнулся. Я вновь и вновь прокручивал свежие комментарии к роликам о шамане. И мне попался на глаза тот комментарий, который был мне нужен. Кто-то из зрителей новичков спросил, как связаться с Женей Вороном. Ему кто-то ответил цифрами телефонного номера. Я тут же переписал эти цифры. Женю я помнил. Об этом разбитном парне, разбитном в прямом смысле этого слова, то есть водителем большегруза, попавшим в аварию, перед митингом рассказал, его показал Леха Кочегар. В проведении митинга парень никакой роли не играл. Он был все время неподалеку от шамана. Набрал номер. Короткие гудки. Еще раз набрал. Опять короткие гудки. На третий раз длинные. Но никто не отвечал. И так в продолжении 2 или 3 дней. Но я же упорный. Я набирал снова и снова, пока однажды не услышал голос Жени. Я торопливо сообщил, что собираю деньги для шамана и провожу акцию. Женя не дослушал и прервал мой сбивчивый рассказ короткой фразой: «Сейчас я ему передам трубку». И через пару секунд знакомый голос с северным акцентом тихо произнес: «Слушаю». Саша Шаман слушал. Что я хочу ему сказать? Вот это да! Так неожиданно и невероятно! Я говорю с тем самым загадочным шаманом, который протащил 1000 километров свою тележку и выступил на митинге, организованном в его честь. О том, как называется акция, я говорить не стал. После митинга фраза 100 рублей на бубен для шамана звучит несерьезно. Он говорил о свободе, а тут сбор денег на какой-то бубен. По смыслу эта фраза похожа на ухмылку или издевательскую усмешку. Коротко сказал о том, что тюменцы знают о его походе и собрали деньги для него. Кто дал 100 рублей, кто больше, деньги у меня. Как их передать? Нам нужна народная поддержка. Эти деньги пойдут на благо нашего движения. Любая поддержка важна. 1 рубль или 1 слово. И оно важно. Спасибо. Я передам телефон Ворону. Он знает, куда деньги. Мы обменялись с Александром еще парой фраз, и трубку взял Ворон. Я попросил его обязательно упомянуть тюменцев и поблагодарить их, когда деньги поступят шаману. Он обещал и свое обещание сдержал. Вскоре во время прямого включения он коротенько между затяжкой сигареты и чтением на экране поступающих вопросов поблагодарил Тюмень. И четко,
произнес собранную для шамана сумму. Это была первая в России публичная акция в соцсетях по сбору народных денег для Саши Шамана. Обрадованный, что дозвонился, я с помощью курсора зашел в свой онлайн-банкинг и кроме собранных на бубен денег послал 3000 рублей лично от себя. Об этом в соцсетях я никогда не сообщал, и в этом признаюсь впервые, когда заканчиваю набирать этот абзац. На моей странице появилась очередная публикация. 20 июля. Поговорил с шаманом. Передал ему собранные вами деньги. 5467 рублей. Акция поддержки Саши Якута продолжается. 100 рублей на бубен для шамана. Так она называется. Немного смешливое название, да? А смысл-то серьезный. Вы понимаете? Итак, я говорил с Сашей лично. Цитирую, что он сказал по телефону, когда узнал, что тюменцы объявили акцию 100 рублей на бубен для шамана. Нам нужна народная поддержка. Эти деньги пойдут на благо нашего движения. Сейчас он прошел Читу и продолжает движение по трассе в западном направлении к Иркутску. Его сопровождают в дороге в данный момент 2 человека – Женя Ворон и Борис. Они помогли ему выйти в эфир с трансляцией беседы за кружкой чая и отвечать на вопросы. 7000 человек со всей России, которые задавали их как на прямой линии. Вопросы о народовластии, о том, как он относится к Сталину и Лукашенко, о дожде, что моросит на улице, о собаке, что залаяла, когда к юрте подошли новые гости с трассы. Поразительная технологическая изюминка. Сидит человек где-то у дороги, за далеким Байкалом, около какой-то деревеньки районного значения. Там есть интернет, и человек общается в прямом эфире с людьми в Нижнем Новгороде, Казани, жителями Владивостока и Москвы. Впрочем, вы сами можете ощутить атмосферу единения, если посмотрите запись эфира. Саша поблагодарил всех, кто уже принял участие в нашей акции. Сказал спасибо к тем, кто поддержал его в Тюмени и по всей России. Мне показалось, что он был рад моему звонку, и город Тюмень прозвучал для него впервые. Ну что, граждане, продолжим нашу акцию 100 рублей на бубен для шамана. Главное не деньги, главное участие. Нас, участников акции, уже почти 40 человек, а может быть 140, 1040, 1000 раз по 40.